Хочу приветствовать сегодняшнюю тему выставки, что библиотека владеет такой большой информацией, визуальной информацией, которая доступна и интересна для нашей публики, которая занимается в этой сфере. И хочу просто пожелать, чтобы выставка была востребованной, интересной, содержательной, чтобы как можно больше посетителей было в стенах этой библиотеки. Спасибо вам большое. Ну, вообще история нефтяной промышленности, вообще она в Удмуртии началась, ну, это не нефтяной промышленности, а история геологических работ в 18 веке. Можно следующий слайд, да. И вот связано как раз вот с именем, вот кто показан, вот, Паллас. Дальше можно следующее. Это, в принципе, это были вот Лепехин. Но это, понятное дело, что это было в первую очередь, это первые дошедшие до нас документальные сведения о том, что эти люди, они, собственно говоря, смотрели, что какие породы залегают вверху. Можно дальше. И вот примерно до 1860 года, конечно, кое-какие-то работы велись, но таких целенаправленных работ, конечно, не было. И вот только вот уже с 60-х годов, даже тут еще немножко уже начались, когда 1860-х, ну, конечно, тут немножко этот человек тоже он участвовал, но тут ему, конечно, было всего 8 лет. Может дальше, там, может дальше. И они вот, в принципе, в это время начала составляться геологическая карта России. И, конечно, территорию Удмуртии, ясное дело, надо было тоже охватывать. Ну, дальше, в принципе, до Октябрьской революции работы практически таких целенаправленных не велось. Все, конечно, изменило, как и всю остальную жизнь, Октябрьская революция, и особенно, конечно, в нашем регионе, ну, можно дальше. Когда в 1929 год, когда было открыто вот первое месторождение вот в Пермском крае, в нашем Волго-Уральском регионе. После этого уже началось, конечно, уже более целенаправленное и именно поиски нефти. И вот составной частью вот этих работ являлись в том числе и геофизические работы. Особенно на том этапе, это вот 30-е годы, методы полевой геофизики. В частности, вот кто вот изображен вот на слайде, вот Миков Дмитрий Степанович, он как раз проводил магниторазведочные работы на территории Удмуртии. Это 36-39 год. Потом, позднее уже, конечно, началась, как вы помните, Великая Отечественная война, конечно, было не до этого. Но уже в 1945 году, еще даже война, когда не успела закончиться, был издан приказ еще тогда председателя Государственного комитета по обороне Сталина об организации предприятия Удмуртгеология. И уже тогда, в 1945 году, уже начались работы, была пробурена первая скважина, уже которая именно это была разведочная. Это еще понятно, что это еще не добыча нефти, не еще, ну, по крайней мере, без этого все равно не было, как говорится, и бы открытия нефти. Ну, можно дальше. И вот вплоть до 1954 года, я вот сейчас, я когда искал архивные данные, поднимал, все-таки 1954 год, была открыта вот именно получена промышленная нефть на территории Удмуртии. И вот на вот этом вот слайде вот показан вот Полушкин Арсений Савельевич. Это вот был первый главный геолог. Тогда еще была Ижевская контора разведочного бурения. Потом из нее выросла Удмуртгеофизика, нефтеразведка, а потом уже это стало называться Удмуртгеология. И вот мне вот люди помогли, вот прислали, сейчас эта скважина находится, во-первых, ну, как вот видите, вот это вятская, как называется, не зря преоткрывательница вятской нефти, потому что это вот было в 1954 году, это было именно вот этот вятский участок. Первое вот это наше месторождение территории республики. Ну, это вот, ребята, вы должны знать, что это не самостоятельное месторождение.
Это часть Орландского месторождения, которая вот, основная часть, которая как раз находится на территории Удмуртии. На территории Башкирии. Дальше. Ну, после того, как уже все эти работы уже первые были проведены, конечно, надо было не только бурить, не только разрабатывать промышленно, конечно, надо было обрабатывать данные. И вот на этом вот как раз важной частью была создана комплексная тематическая экспедиция, важной частью которой как раз является вот разбор, вот это вот, наши нефтяники знают хорошо, ребята. Что это у нас такое? Кто помнит? Керн. Молодцы. И вот в том числе вот эти у нас вот и один вот это вот изображен, вот Борис Георгиевич Сиванько. Вот это тоже дедушка, он в принципе тоже, можно считать его тоже одним как из первооткрывателей, потому что он был участковым геологом дальше. Это вот на этом слайде вот у нас показано, как вот говорил, вот удмуртский треск разведочного бурения. И вот пока вот до, сейчас немножко еще до этого не дошел, не началась промышленная разработка, все равно еще велись вот все эти работы. Это показано специалисту удмуртгеологии. Инфраструктуры, тех же трубопроводов здесь не было. Нефть тоже была довольно вязкая, поэтому промышленного масштаба, конечно, добычи не было. И вот тогда, в 1967 году, руководство республики в лице первого секретаря обкома КПСС, в лице председателя Совета министров Удмуртии обратились в ЦК КПСС, это Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, с таким предложением, что начать все-таки добычу промышленную. И это решение было очень быстро воспринято. И в 1967 году было организовано тогда еще нефтепромысловое управление Удмуртнефть. И вот первым вот руководителем его был вот Мустафа Джафар Аглы Рагимзаде. Ну, я думаю, Амдак Мустафаевич, вы застали же его тоже, да? Но Амдак Мустафаевич что-то расскажет попозже. Этот человек прожил очень долгую жизнь, и он остался все равно первым руководителем Удмуртнефти, а первому все равно, как известно, все равно очень сложно. Можно дальше. Это вот на этом слайде показан запуск первого вот этого месторождения промышленного, Архангельского месторождения. Но, к сожалению, вот, смотрят люди на факел, к сожалению, вот, не к нам. Но вот тоже, вот, к сожалению, не получилось. Князев вот был жив же еще, вот, но Князев тоже вот. Павел Николаевич, по-моему, жив еще. Он жив, я вот с ним общался, но вот его звали, ну, старенький же дедушка уже. Ну, я тоже это, так, Мустафаевич, только вспоминайте сюда. Дальше. Ну, вот как раз вот он здесь это показанный, вот. Буровой мастер Хасанов и вот начальник вот Архангельского участка Князев. И вот в это время вот как раз вот уже, ну, как я говорил, понятно, что мало открыть, мало пробурить. Надо было еще все равно, раз нефть у нас не очень хорошего качества, то все равно нефть еще надо подготавливать к транспортировке. И вот как раз вот здесь вот показано, что вот начало строительства Киргопского УПН, установки подготовки нефти, потому что нефть ее все равно надо подготавливать. Ну, дела обстояли, конечно, вот я говорю, все равно это было новое дело для Удмуртии по сравнению с Татарией, Башкирией или Пермским краем. Поэтому, конечно, не так быстро, как хотелось бы. И вот поэтому хотя бы было принято вот в 1973 году решение назначить, ну, до этого организовали сначала, было уже управление, но не производственно, более высокая, как говорится, ступень. А потом позднее, в 1973 году, было организовано объединение Удмуртнефть. И вот первым генеральным директором, именно вот тогда еще было не акционерного, понятного общества, а просто государственное объединение, был назначен Мартин Иванович Кудинов.
С ним вот как раз вот и связаны самые вот все вот значимые вот вехи, которые происходили вот в удмуртской нефти, пока вот, в принципе, не было создано в 90-е годы другие предприятия. Это, в принципе, было единственное предприятие по добыче нефти. Ну, здесь вот показаны вот эти вот месторождения, в частности, вот здесь вот Ельниковское месторождение. Ну, сейчас, может быть, ребята немножко смешно, но тогда, поверьте, это действительно было событие. Потому что открывались новые месторождения были пущены. Вон Валентин Иванович как раз вот. Может, да, сюда. Это вот как раз показана первая задвижка, тоже вот открывали задвижку тоже на Ельниковский. Ну, это вот тоже показано, что вот именно как раз, в принципе, вот что сейчас, вот почему вот, чем вот, как говорится, и славится Удмуртнефть, что было вот, во-первых, и не просто, ну, 26 месторождений все-таки это много, ну, и они все, ну, в принципе, они, за исключением, может, последних, которые были, они все разбурены. И вот показана буровая. То есть бурение это, в принципе, 80-е годы. Ну, потом, как вы знаете, грянула перестройка. Перестройка сначала это было нормально, а потом уже, конечно, уже после того, как особенно распался Советский Союз, получилось так, что Министерство нефтяной промышленности не стало. И в результате начали создаваться вертикальные интегрированные нефтяные компании. Хотели, конечно, чтобы по идее идеал, чтобы они были все-таки созданы, вот, вошли по территориальному признаку. Но, к сожалению, на территории нашего региона не была создана региональная компания. И поэтому было Удмуртнефть, когда вот было первое, вот это в 95 году создано все-таки акционерное общество, все равно пришлось акционироваться, государственное предприятие их и не стало. Оно вошло в состав такую так называемую Сибирскую дальневосточную нефтяную компанию «Седанка». И вот здесь вот как раз показано, выступает Валентин Иванович. Это вот первое собрание акционеров Удмуртнефти. Что еще характерно? Ну это если так еще говорить еще, Амдах Мусфаевич вам тоже это подробно расскажет. А так-то, конечно, такое, ребята, ну и я вам говорил это на занятиях не раз, что, как говорится, это было первое вступление, но не последнее. То есть потом, после этого, Удмуртнефть вошло в состав ТНК БП, то есть Тюменская нефтяная компания, Бридж Петролиум. А сейчас, вот если забегая вперед, сейчас мы входим, Удмуртнефть входит в Удмуртнефть, именно входит вот наполовину примерно Синопек, и вот эта китайская компания, и Роснефть. И что характерно еще для 90-х годов, что, во-первых, начали проводиться конференции по горизонтальному бурению. Кстати, горизонтальное бурение, это тоже, как говорится, наш удмуртский конек. Если на таких вот месторождениях с такими вязкими нефтями, конечно, еще до этого не было. И проводились в том числе вот и встречи. Вот здесь вот показано, это вот наш патриарх, товарищ Байбаков. Тогда он действительно это товарищ, потому что он как раз приехал вот в Ижевск, и вот была вот встреча вот на одном из месторождений, ну тут в том числе вот привлечение вот из Татнефти тоже были вот. Ну, и здесь показано вот эпизод вот получения Валентина Ивановича Гудинова государственной премии. Но это вот надо, чтобы вы знали, что в 2000 году было, вот, ну не только Кудинову, было еще Дацику, Зубову и другим товарищам, была в том числе присуждена государственная премия за заслуги вот, по развитию нефтяной промышленности. Ну, здесь показан вот Юрий Викторович Федоров. Ребята его тоже хорошо знают, когда он приезжал в училище. Как раз выступал кандидатом в депутаты. И вот это, в принципе, если так вот немножко там дальше будет, ну и сейчас могу, в принципе, сказать, что у нас же, чем характерно, конечно, к сожалению, большой погоды они не делают, но вообще так-то у нас числится около 20 нефтяных компаний. Но самые главные все равно остаются Удмуртнефть и Белкамнефть.
Вот это Федор генеральный директор. Ну здесь вот показано вот эти вот основные, что вот эти вот компании, ну конечно самые некоторые, конечно, они вот такие, как типа вот Рябовская, Решетниковская, они-то, конечно, они уже вошли туда в состав, по сути дела, белкам нефти. А вот такие вот, как вот Селена, Чепецкая НГДУ, они в принципе-то и добывают, и бурят. Это они самые крупные. Ну, работать-то все равно работают. В аукционах участвуют тоже. Да? Ну, здесь вот показан, к сожалению, вот сведения вот только вот новых, вот 8-9 вот не получилось таких вот, чтобы именно было показано вот такие цифры. Ну вот все равно рост вот показан, такой есть. И вот сейчас, вот я вот когда вот собирал эти данные, если так вот забегаю вперед, в прошлом году добыли 10,8 миллионов тонн. То есть это действительно шестое место в Приволжском округе. И, в общем-то, как говорится, это, в общем-то, нормальный результат. Здесь вот показано, тоже ребята эту знают, карту хорошо, висит, видят. Это вот у нас показано, вот, и вот видите, вот эти у нас, вот эти наши основные месторождения. То есть вот это Шутырско-Киенгорская, вот здесь Ельниковская как раз, здесь вот это как раз вот у нас это Вятская как раз. У вас еще вон, как раз закончите, у вас вот поле деятельности, у вас еще есть. Ну это вот показано, вот я составил такую вот примерно цифры по запасам нефти. А вообще так-то у нас всего, если считать, вот сразу сказать, с месторождениями, которые с граничными других областей, краев республик, всего 118 месторождений. Ну это тоже, в принципе, конечно, по сравнению с Пермским краем немножко, конечно, поменьше на сотню, но все равно, по крайней мере, они все, как говорится, рабочие в шахте. И в заключение я могу сказать, что у нас вот называется тема выставки «История. Сегодняшний день». И вот это как раз показано, что, как говорится, история не заканчивается, которая зависит как раз от вас. Это вот показано как раз, вот, когда вот открывали новый корпус, как раз институт нефти и газа, приезжал вот господин Гуцериев, это вот узнаете, это вот Бунтов, тогдашний ректор УДГУ, бывший президент Александр Александрович Волков, и сейчас он директор института Алексей Яковлевич Волков. В общем, история продолжается, зависит от вас. Создавалась нефтяная промышленность не так уж просто, как хотелось бы. Дело в том, что ряд было причин. Во-первых, запасы были не такие по сравнению, допустим, с Тюменью, там миллиарды тонн, так и да, и здесь вот на юге Ромашкинское месторождение извлекаемых запасов 3 миллиарда, гигантское месторождение Орландское, так, а здесь, значит, единственное крупное месторождение, вот на то время было открыто, это начали разрабатывать в первую очередь это месторождение Шутырки-Ингобское. Ну, разведка завершалась по Мишкинскому месторождению, это тоже крупное месторождение считается. Потом, значит, Гравикинское, это среднее месторождение, и Ельниковское месторождение. Но остальные относятся к средним и мелким месторождениям. Вот. И самое главное, может быть, один из причин, то, что отсутствие инфраструктуры. Дорог не было. Вы не представляете, меня, кстати, пригласили сюда в 1973 году. Я в марте, 16 марта приехал с 1973 года. Как-то сразу в глаза бросался отсутствие дорог. Почему сюда пригласили? Основная причина – не было специалистов. И вторая причина, наверняка самая трудная, это отсутствие дорог. Вот, ну как, по всей России у нас нет специалистов и нет дорог. Так вот, нас, несколько специалистов, я еще молодым специалистом был, пригласили вот
хорошо будете работать, в течение 1,5 лет получите жилье. Я работал как нефтемонетческий, естественно, до 1,5 года я там никогда бы не получил жилье, как бы не работал. Ну, во всяком случае, забегая вперед, надо сказать, они держали слово. Ну, когда дали уже квартиру, сказали, все, до конца жизни здесь будешь работать. Ну, я обещание сдержал. Ну, что касается самого развития нефтяной промышленности. Во-первых, я уже сказал, что дорога, знаете, Ижевск какой-то остров примерно, да, кругом бездорожье. Это вот в сторону Воткинска асфальтовая дорога была до Смирнова, в сторону Глазова до Якшургонии, в сторону как его, Сарапула до Каменного, а в сторону Агрыза или там вообще вот, до поста ГАИ. Все. Лето, чуть 2 дня сухой погоды, пыль. Дождь прошел, грязь. Меня назначили начальником промысла на Архангельском месторождении. Это вот первое месторождение, которое открывали. 7 лет я проработал. До меня 4 человека начальником меня работали за 4 года. Потом я 7 лет работал. И вот рубашку чистую оденешь, с утра туда приедешь, уже рубашка уже дискомфорт начинается. Да еще приходилось в году в Воткинске, через Ижевск ехать в Воткинск, совещание там проводить и задержать людей, приехать снова на Архангельское, там проводить совещание, довести до сведения своих работников и потом обратно ехать. Вот такие условия были. Зимой, ну, то же самое заносило, если мы сами чистим, то значит нормально, а так дорожное управление, тяп-ляп работал. Каргалай, это вот, тюрьма там была, Каргалай. В сторону Увы, туда возили через нашу дорогу, вот около Увы, возили, значит, железные такие болванки, там обрабатывали, обратно возили. Вот это вот кразы нашу дорогу топили и в районе постов. Вот несколько метров, хотя 200 метров. Была топ невозможно. Ну, мы, вот нефтяники, дорожники сами не справляются, мы нефтяники вот лежневку делали, потом дорожники помогали нас щебенкой, вот таким образом и дорогу делали. Ну, масса проблем. И самое главное, наверняка, это отсутствие специалистов. Мы и работали на производстве и помогали готовить у комбинатов специалистов. Я и сегодня говорю своим студентам, неграмотный специалист на производстве – это террорист практически. Так она и есть. Но не открытый. Он годами вредит производству, только не открыто, а так. Вообще, с развитием нефтяной промышленности, начальный период, вот, в 1973 году уже Алексеенко, главный инженер был, и Рагимзада Мустафа Джафарович был, значит, начальником НПУ. Они уже кое-что уже сделали к нашему приезду. Мы на пустое место не приехали. В Смирново были, значит, автотранспортная контора бурения и ряд других служб, УФТО снабженцы были. Вот.
это позволило уже подготовительные работы вести для освоения крупных месторождений. Конечно, в начальный момент было весьма трудно и дороги, и коммуникации, и так далее. Но, тем не менее, все же общими усилиями работа пошла, набирала темпы, начали мы план выполнять устойчиво, и потом в течение 25 лет, начиная с 1975 года, мы постоянно, каждый год, первые места занимали по Министерству нефтяной промышленности. Надо сказать, что первое НПУ, здание НПУ было по улице Зенитная, 2. Это недалеко от УДГУ сегодняшнего. Да. Это деревянное какое-то здание было, двухэтажное. Вот там свет горел до 10, до 11 часов вечера. Вот. Люди работали почти круглые сутки. Да. Вот. И потом уже вот на Красноармейской в 1975 году здание переехало. В дальнейшем, конечно, интенсивная разборовина началась. Это развитие нефтяной промышленности, это сотни километров дорог, это сотни километров линий электропередач, десятки и сотни подстанций, это линии связи. Это сейчас вот сотовый, да, телефон взял, позвонил куда угодно. А в то время без линии связи никуда не крикнешь, ничего абсолютно. С Архангельска до Воткинска дозвониться надо было столько нервов потратить. Вот инфраструктуру, в развитии инфраструктуры мы, конечно, дали толчок большой. Спора нет. Естественно, и в населенных пунктах было построены десятки, сотни домов, жилья имеется в виду, школ, детских садов и других культурных и таких учебных заведений и так далее. В общем, это дало тоже положительный результат для населения. Наука – это неотъемлемая часть производства. Институт, который я сейчас возглавляю, он был здесь создан в 1975 году, по-моему, когда началась деятельность нефти, возглавляемая Кудиновым Валентином Ивановичем, когда началось интенсивное строительство инфраструктуры, разбуривание месторождений, когда сюда поехали молодые специалисты со всех районов, со всех институтов, вузов России. В частности, я учился с ребятами, которые по окончании в 1974 году, 40 лет прошло, столько не живут, были направлены сюда на работу, и многие сейчас до сих пор работают в Удмуртнефти или в Белкомнефти, на территории Удмуртии, создавая такие богатства, которыми вы сейчас будете владеть, когда придете на работу. Я сюда приехал в 1984 году, после 10 лет работы в Перми, в научно-исследовательском институте. Я с производством был связан только таким вот образом, что мы готовили научную основу для разработки месторождений. В середине 80-х годов, когда появился доступ к современным вычислительным технологиям, движение в области геологии и проектирования систем разработки приобрело новый импульс. Совершенно другая картина открылась перед учеными, возможности другие появились. Мы начали делать модели, трехмерные модели. Ну, собственно говоря, подготовка к ним, к этим моделям шла всю историю развития науки. Я занимался физикой пласта, вопросами физики пласта. Это как раз те основы, которые описывают или объясняют те явления в полистых средах, которые происходят, когда движется там нефть, вода, газ и так далее. Значит, и я помню, когда мы начинали делать
те сложные исследования. Нам задавали вопросы на различных конференциях, зачем вы все это делаете, для чего вы изучаете там фазовую проницаемость, это никто не использует. Вот я тогда был молодым специалистом, ну, чуть постарше вас, я уверенно всем говорил о том, что наступит время, когда все будут это использовать. И вот в 2000-х годах, в конце 90-х, это время пришло. Действительно, сегодня геологи и ученые создают настоящие трехмерные модели месторождений, объектов разработки, которые позволяют в компьютере изучить все возможности, схемы размещения скважин, технологии воздействия, ну, в какой-то степени вероятности, конечно, и потом все это перенести, реализовать или оптимизировать системы, уже созданные на месторождениях, что повышает, конечно, эффективность работы. Сегодня современные технологии разбуривания или до выработки запасов позволяют нам подходить к тем залежам, которые, казалось бы, уже выработаны, все, в них нет нефти, но тем не менее бурятся боковые стволы, и вдруг оттуда появляется безводная нефть, дебетом 100 тонн в сутки, что это очень радует по сравнению с тем, что сегодня имеется на месторождениях, когда средний дебет в новых скважинах там 20-15 тонн в сутки, и это считается хорошо. То есть вот такие вот перспективы, они имеются. Вам здесь показали карту распределения месторождений на территории Удмуртии. На самом деле, я бы сказал, что то белое пятно, которое коллега вам показал, туда и не стоит ходить. Это белое пятно осталось навсегда. Значит, перспективы реально связаны с более глубокими горизонтами. То, чего мы не можем нормально сейчас все еще до сих пор изучать, это терригенное отложение Девона. Они, к сожалению, экранируются вышележащими карбонатными лифогенными комплексами, которые искажают волновую картину в сейсмических исследованиях. И мы точно не можем сказать, где находятся эти небольшие залежи нефти, такой хорошей, маловязкой, которые дают хорошие дебиты в скважинах и так далее. Но если вы возьмете другой масштаб и вас посмотрите на территорию Удмуртии с ее месторождениями рядом с Пермской областью, Татарии, Башкирии, там, западными районами, то вы сможете увидеть реальную геологическое строение этой территории. Это колоссально интересная вещь, потому что там видно всю Камско-Кенерскую систему прогибов. Понятно, где сформированы самые крупные месторождения. Они связаны с лифогенными комплексами, которые формировались в Курнейском ярусе, а потом вышележащие отложения сформировали над ними структуры облекания, где имеются самые крупные залежи нефти. Вот все это можно увидеть в более таком крупном, мелком масштабе, на более обширной территории, как будто с космической орбиты. Вот тогда перед вами открывается нормальная геология. Вот, коллеги, я вас так называю, потому что вас это интересует. Нефтяной промышленности в Удмуртии нужны молодые ребята с горящими глазами. И это надежда этой промышленности здесь, в Удмуртии. Центр информации по технике и сельскому хозяйству, главным библиотекарем которого я являюсь, предоставляет доступ, как уже говорилось, в формате новых информационных коммуникативных технологий, доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам по нефти, в том числе и по нефти и газу, в принципе, по различным отраслям науки и техники, но в данном случае по нефти и газу. Если что-то вас заинтересовало, например, если интересуют какие-то официальные документы, законы, кодексы и так далее, или государственные, или отраслевые стандарты, технические регламенты или руководящие технические материалы, то такую информацию вам может предоставить Центр правовой информации, который находится здесь же, в этом здании, вот сзади вас, у них несколько компьютеров стоит. То есть, если какая-то интересует информация, вот такая официальная, вы можете обратиться в Центр правовой информации Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Дальше вам, наверное, может быть интересна такая информация. То есть, самые новейшие, самые актуальные разработки в области нефти и газа предоставляются в полных текстах российских патентов на изобретение. Их предоставляют полнотекстовые базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В нашем Центре информации по технике и сельскому хозяйству вы можете
как сами поискать вот такую патентную информацию, и можете также получить и нашу квалифицированную помощь по поиску информации, по поиску патентов. Дальше. Наш центр предоставляет также доступ к информационным ресурсам одной из крупнейших научных электронных библиотек у нас в стране. Это научная электронная библиотека elibrary.ru. Может быть, вы, конечно, и слышали, а может и нет. Но в этой библиотеке, научной электронной библиотеке, содержится более 30 журналов по нефти и газу, конкретно по нефти и газу. И в этой библиотеке вы можете открыть с нашей помощью около, даже уже больше 1000 полнотекстовых статей и публикаций по нефти и газу по различным вопросам разработки, добычи, разведки и так далее, оборудования. Также актуальная информация, актуальные новейшие научные разработки у нас печатаются, издаются диссертации, авторефераты диссертации и доступ к электронным диссертациям, к полным текстам диссертаций и авторефератов мы можем вам предоставить, поскольку в нашем отделе имеется доступ к виртуальному читальному залу электронной библиотеки диссертации Российской государственной библиотеки. Если какая-то информация из диссертации вас заинтересует, то можно распечатать практически любую диссертацию, даже полностью это можно сделать. Код автореферат под диссертацию. Если вас заинтересуют какие-то вопросы по экологическим аспектам разработки нефтегазовых месторождений, то их можно посмотреть через терминал удаленного доступа. Такую информацию предоставляет нам Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, которая сама находится в Москве. Это одна из крупнейших библиотек. И именно она занимается тем, что предоставляет информацию по изучению влияния нефтяной отрасли на природопользование, на почву, на водные ресурсы и так далее. Если вы в дальнейшем будете поступать в аспирантуру, то вам, скорее всего, пригодятся и понадобятся, даже больше скажу, понадобятся тексты на иностранных языках. И вот тексты на иностранных языках мы тоже вам можем предоставить, тоже через терминал удаленного доступа. И по нефти и газу информация может содержаться, во-первых, в универсальной базе данных, которая включает информацию по различным аспектам добычи нефти и газа. База данных называется Academic Search Premier, и она входит в состав баз данных компании EBSCO Publishing. Это один из крупнейших агрегаторов информации в мире. Видите, там, несмотря на то, что не очень много журналов по нефтегазовым отраслям, но тем не менее там более 1500 полнотекстовых публикаций и статей вот, по различным аспектам добычи нефти и газа. Что касается экономики добычи нефти и газа, то тут могу предложить вашему вниманию ресурсы одной из наиболее авторитетных в мире научных баз данных по бизнесу, Business Source Premier, тоже относится к составу баз данных компании EBSCO Publishing. Тут уже более 300 изданий по экономическим вопросам нефтегазовой отрасли и, соответственно, больше 10 тысяч уже полнотекстовых публикаций и статей. Это все на иностранных языках. В основном, конечно, на английском языке, но встречается и испанский язык, и немецкий язык. Новости и аналитика. Новости и аналитику предлагает база данных polpred.com. То есть свыше 4000 документов в нашей библиотеке доступны в отраслевом разделе «Нефть и газ в Российской Федерации и за рубежом». Доступ предоставляется вот как раз с компьютеров локальной сети Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Как вы все знаете, очень много изданий выпускается у нас, в том числе и по нефтегазовым отраслям, то есть по проблемам нефти и газа. Но ни одна библиотека, я уже не говорю Удмуртии, ни одна библиотека вообще страны не может выписывать абсолютно все издания периодические. Да? Поэтому
Больше около 200 библиотек страны объединились в единый такой консорциум, и они договорились, что каждая из библиотек отвечает за свой определенный список изданий, за определенные издания, и предоставляет библиографическую информацию, то есть какие статьи, каких авторов, в каких изданиях были опубликованы. Все это сводится в единую сводную базу данных, которая называется сводная аналитическая база данных, межрегиональная аналитическая роспись статей. То есть, если вам нужна какая-то статья, ну, практически неважно из какого периодического издания, и если этого журнала или этой газеты нет у нас в республике, то мы можем заказать электронную доставку копии статьи из той библиотеки, которая входит в этот консорциум. Видите, библиографических записей тут даже больше, чем мы можем найти среди полнотекстовых статей, вот тех баз данных, которые я вам уже предлагала. То есть тут более 22 уже, наверное, тысяч статей из российских периодических изданий именно по проблемам нефти и газа. Там неважно добыча, разработка, геология, оборудование, то есть новейшие технологии там тоже представлены. И еще вам, я думаю, будет интересна такая полнотекстовая база данных, которую ведет наша национальная библиотека, которую формирует наша национальная библиотека Удмуртской республики. Полнотекстовая база данных называется «Нефть и газ». Запоминайте, как до нее добраться, до этих ресурсов. На сайте, вернее, в любой поисковой системе, в Яндексе или в Гугле, неважно, набирайте «Национальная библиотека Удмуртской республики». Первая же ссылка вас приведет на сайт Национальной библиотеки Удмуртской республики. Там найдете на сайте раздел, который называется «Электронные каталоги и базы данных». И там уже будет полнотекстовые базы данных. Там щелкните и ищите по ключевым словам, по автору, по заглавию. Содержит эта база данных более 350, если быть точнее, то на данный момент в полнотекстовую базу данных входит 389 учебных, производственных, справочных изданий конкретно по нефти и газу. Там тоже неважно геология, разработка, добыча, оборудование, ремонт, обслуживание, вот это вот все. И также по транспорту нефти, вот это вот все там тоже имеется.